По инициативе руководства республики, руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Игоревной Скворцовой было принято решение о направлении в республику сводного медицинского отряда. Отряд состоит из подразделений Сибирского федерального округа. Несколько задач, которые мы здесь решаем. Первая часть отряда уже в течение полумесяца работает в ковидных госпиталях столицы и Магадана. Вторая часть, которая прилетела сегодня утром, будет заниматься диспансеризацией волонтеров, которые принимали участие на тушении пожаров. Мы также будем выезжать в горные районы приближению к месту очагов. И будем работать на базе городской больницы с теми, кто находится здесь. Министерство здравоохранения Якутии определило узкие места, которые своими силами сложно решить в данный период. Поэтому Федеральное медико-биологическое агентство направляло отряд в соответствии с пожеланием местного отраслевого министерства. Мы уже много лет, применю такой термин, мотаемся по различным горячим точкам. Мы в прошлом году в ковидную историю стояли на руднике Еруда в Северо-Енисейском районе, где была вспышка. Потом мы работали несколько месяцев в Республике Крым. Также принимали участие в наводнении на Дальнем Востоке, в мероприятиях по перемещенным лицам с Украины в 2014 году, в пожарах, различных взрывах. Поэтому коллеги все опытные, знают, как работать. Здесь нам Министерство здравоохранения создало идеальные бытовые условия. Отряд обеспечен жильем, питанием, поэтому огромная благодарность. Значит, у нас первая бригада прилетела 6 человек, 3 работает в Якутске, 3 в Магадане. И сегодня прилетело еще 7 человек, и мы пригнали машину для перемещения, с водителем, для перемещения отряда по рабочим местам. Всего 500 волонтеров. Сколько успеем, столько посмотрим, постараемся по максимуму. Есть обычный подход при проведении диспансеризации, поэтому будем делать скрининг всего организма. Если будут какие-то отклонения, это будут дополнительные обследования. Ну, как по опыту работы в других регионах, если требуется оказание специализированной или высокотехнологичной помощи, но в том числе забираем на себя в свои подведомственные учреждения.